Несмотря на постоянно совершенствующиеся системы информационной безопасности, на каждую из них всегда найдется компьютерный гений, готовый ее взломать. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы увидите 8 самых опасных хакеров в мире. Кевин Поулсон, он же Дарк Данте. Почетный хакер в отставке. Опасный и загадочный взломщик, специализирующийся на телефонных линиях. Среди самых известных его дел – взлом телефонных линий популярной в Лос-Анджелесе радиостанции Kiss FM, благодаря чему Поулсон выиграл Porsche и другие призы, которые разыгрывались в эфире. Решив не ограничиваться мелким жульничеством, Дарк Данте стал использовать свои способности в благих целях. Например, он отслеживал и идентифицировал пользователей MySpace, которые искали в сети детское порно. Вскоре Поулсон поднял себе планку. Он проник в базу данных ФБР, получив доступ к секретной информации о телефонной прослушке. Это, естественно, не очень понравилось американским властям, и Кевин Поулсон был пойман и осужден на 5 лет. После отбывания тюремного срока знаменитый хакер превратился в рядового жителя. Сегодня он работает главным редактором журнала Wired News, где периодически пишет и о своих былых хакерских подвигах. Джонатан Джозеф Джеймс. Джонатан вошел в историю как первый несовершеннолетний хакер, попавший в тюрьму за взлом секретных данных. На момент совершения преступления ему было всего 15 лет. Джонатан не разменивался на мелкую монету. Он проникал в святая святых агентства по сокращению военной угрозы, подведомственного Министерству обороны США, а в 1999 году атаковал базы данных НАСА. Последнее привело к крупному скандалу. Так НАСА потратила $1,7 миллионов на программное обеспечение, которое удалось похитить юному Джонатану. По словам хакера, программный код не стоил таких денег. Отбыв наказание, он стал вести образ жизни законопослушного гражданина. А в 2007 году его имя связали с волной взломов компании TJX. Похищения данных касались кредитных карт клиентов. Отрицая свою причастность, Джонатан Джозеф Джеймс застрелился в возрасте 24 лет. Алексей Билан. Билан в период с января 2012 года по апрель 2013 взломал компьютерные сети 3 крупных онлайн-магазинов, расположенных в штатах Невада и Калифорния. Хакер подозревается в хищении огромной базы данных, содержащей информацию о миллионах пользователей. После похищения баз данных, злоумышленник разместил их на своем сервере и начал искать покупателей. Билан входит в список самых разыскиваемых преступников ФБР. За помощь в поимке Алексея назначена награда в $100 000. Адриан Ламо, по прозвищу «Бездомный хакер». Такое имя он заслужил благодаря тому, что свои основные хакерские подвиги он исполнял, пользуясь публичным интернет-подключением в кафе, библиотеках, хостелах и других общественных местах. Адриан Ламо прослыл человеком со сложным характером. В 2004 году он был осужден и приговорен к 6 месяцам домашнего ареста и 2 годам испытательного срока за взлом New York Times. Проникнув в их сеть, он добавил себя в базу экспертов престижного издания. Среди жертв хакерских атак Адриана Ламо – Yahoo, Bank of America и другие крупные авторитетные компании. Нередко Ламо, находя слабое место в безопасности той или иной системы, взламывал ее и сообщал об этом компании, чтобы знали, где и в чем у них ошибка. Сегодня Ламо читает лекции, пишет статьи и консультирует по вопросам безопасности. Роберт Теппен Моррис, патриарх хакерского дела. Окончив в 1987 году Гарвардский университет, Моррис разработал идею червя как инструмент при работе с массивами. Но для этой невинной цели червь Морриса был слишком опасен. Червь подбирал пароли к учетным записям и в 1988 году парализовал работу 6000 компьютеров США. Год спустя Роберт Теппен Моррис стал первым человеком, обвиненным в компьютерном мошенничестве. После окончания срока условного наказания, выполнения общественных работ и выплаты штрафа, Моррис вернулся к научной деятельности. И сегодня его лекции можно послушать в Массачусетском технологическом институте. Коди Кретсингер, член хакерской группировки LulzSec, признал свою вину за взлом компьютерных систем Sony Pictures Entertainment в 2011 году. Кретсингер получил доступ к персональным данным 77 миллионов пользователей. Из-за его атаки компания Sony вынуждена была приостановить работу сети PlayStation Network на 24 дня. Саму группировку LulzSec нередко критикуют за отсутствие мотивации своих действий. Утешает, что ни один из участников LulzSec не воспользовался своими навыками с целью финансового мошенничества. 6 марта 2012 года некоторые из участников группы также были задержаны.
том числе предполагаемый руководитель Гектор Ксавей Монсегюр, а Коди пришлось провести год в заключении. Кевин Митник получил титул самого опасного хакера в мире за многолетнюю виртуозную хакерскую деятельность. Пик карьеры Кевина Митника пришелся на 90-е годы. Его конек – телефонный взлом. Несколько судимостей и тюремных сроков, принудительный курс лечения от компьютерной зависимости, запрет на приближение к телефону и компьютеру и многократное нарушение закона вновь и вновь. Когда в 1990 году Митник был отпущен на испытательный срок из очередной тюрьмы, он не удержался от возможности похулиганить. Телефонный номер его надзирателя внезапно оказался заблокированным. Банковский счет судьи зажил своей жизнью, а из базы данных судебного компьютера исчезла вся информация о хакере. Затем он опять был задержан, а после освобождения из тюрьмы Митник вернулся к законопослушной жизни. С начала 2000-х не был замечен в хакерских атаках, руководит собственным бизнесом. Его компания специализируется на компьютерной безопасности. Гэри Маккинон. Вот уже почти 15 лет судьба Гэри висит на волоске. Власти США активно добиваются его экстрадиции, а Великобритания использует различные уловки, чтобы не выдавать своего подданного. В 2001-2002 годах Гэри Маккинон взломал сотни компьютеров НАСА и различных ведомств, связанных с Минобороны США. Взломав сети Пентагона, Маккинон оставил послание: «Ваша безопасность – дерьмо». Он на сутки заблокировал более 2000 компьютеров в военном округе Вашингтона, приостановил поставку боеприпасов, удалил, по словам источников США, критически важные файлы. Его деятельность назвали крупнейшим взломом военных компьютеров за всю историю. Сам хакер отрицает свое вмешательство в военные дела США, ссылаясь на то, что основным предметом его интереса были материалы, связанные с НЛО. В Великобритании правонарушения, связанные с компьютерной безопасностью, не являются предметом экстрадиции. Но если власти США все же выиграют этот, похожий на бесконечный процесс, то Маккинону грозит до 70 лет тюрьмы. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. И не забывай, твой лайк и подписка – это лучшая благодарность нам за работу.